Валерьевич, давайте обсудим выборную кампанию. Какова оценка руководства партии? Федералы оценили эту кампанию? Звонок был вам какой-то? Да, конечно. Оценка хорошая. Мы вошли в число лучших регионов, которые по процентам вышли за 50%. Соответственно, работа оценена положительно. Именно работа в выборный период. Но где-то, видимо, не дожали, потому что в Троицко-Печорске проблемы, в Печоре Нет, проблемы в любом случае есть. Проблемы и в Троицко-Печорске, и в Печоре, и в Воркуте, потому что та победа, которая сегодня есть, это не повод для гордости. В Печоре очень низкий процент у «Единой России по сравнению с предыдущими выборами. Троицко-Печорск, уже отметили, ваш кандидат проиграл на Ударе. Вот это вот где-то недоработка внутренняя. Но это, могу сказать, что настроение растут. На Ударе вообще ситуация была сложная. То есть если Печора для нас это так, определенный негативный сюрприз, то по Ударе она сама по себе сложная обстановка. Понятно, не так давно там ушел глава Ударского района. То есть там есть системные ошибки и работы партии, и, в общем-то, работа администрации, которая, в общем-то, не смогла выстроить какие-то взаимоотношения с общественностью и теми лидерами общественного мнения, которые формируют мнение по отношению к работе власти, местной власти. И я думаю, что все это просто сказалось. Это было прогнозируемо. А в Печоре немножко ситуация совершенно другая. Плюс усталость, потому что в Печоре не так давно проводили довыборы. Да. И это тоже надо понимать, что это достаточно сложно. В Сыктывкаре отвечали за выборы вы. Сыктывкар город бюджетник. И нагнуть при помощи административного ресурса людей, отвечающих за те или иные направления, и самих избирателей, как-то привлечь, наверное, считается проще. Вот проще действительно или нет? Учитывая засилье школ, засилье детских садов. Я не понимаю фразу «нагнуть». Некорректно выразился. Дать рекомендации. Да заставить. Значит, заставить невозможно. Убеждать можно. Но как человек проголосует, это вопрос его лично. Ты же не будешь ходить с ним за ручку и там, провожать его до избирательной урны. Такого не было и не будет никогда. Убеждения, беседы, там еще все что угодно, да, там я имею в виду встречи, так же как проходят встречи с избирателями. То есть это формы, они достаточно понятны, открыты и... Вы сами надеялись на какой процент, как руководитель партии, по республике? В республике надеялся на 55%. Ну вот, так скажем, немножко не дотянули. Именно по надеждам. Если смотреть по общефедеральному тренду, то, я еще раз говорю, процент достаточно высокий. Если сравнивать выборы 4-летней давности и сегодня, то процент за партию вырос по разным районам, мы можем оценить по-разному, от 30 до 50%. Да, это потому что по многим регионам по 7, по-моему, падение. Да, существенное падение прошло. Да. Работой исполкома вы довольны, как оцениваете? Работа исполкома я доволен, но работа исполкома это далеко не все. Все-таки работают и кандидатов самих. То есть она была проведена. Какой-то работой я доволен, какой-то недоволен. А вот кому можете конкретно претензии предъявить, что вот здесь не доработали, там провалили? Знаете, есть результат. Почему именно так сложилось? Оценка все равно будет. И оценка, наверное, будет по каждому избирательному округу. Где-то, наверное, взяли не тот формат взаимоотношений. Где-то, возможно, действительно неправильно подобрали кандидата или там акценты на этого кандидата, который шел по тому или иному округу. Все может быть. Где-то
действительно в каких-то районах ну, достаточно сильно проявляются оппозиционные настроения, это тоже нормально, и поэтому подход к людям должен быть ну, на личном контакте, возможно, где-то этого и не было. Если говорить по городу, к сожалению, хуже всех, по Госсовету, хуже всех сработал магистральный округ. И это было достаточно для нас таким неприятным сюрпризом, потому что, ну, все-таки... Там же был Леонидов. Да, был Леонидов, достаточно опытный депутат, прошла не одни выборы, и в этом отношении, то есть, ну, у нее опыт достаточно большой, она работает и достаточно серьезно работала и, с жителями этого округа, и решала, и знают, и узнаваемость достаточно большая. Но процент поддержки, к сожалению, был самый низкий по городу. То есть, если сравнивать все, там, первый лесозаводской, второй академический, третий магистральный и четвертый Эжинский. То есть самый низкий был по магистрали. Когда общественность узнает, кто прошел по партийному списку в Госсовет? В понедельник. В понедельник это будет Окончательно, да, на президиуме. Какие неожиданности, которые вот для обывателя, но они однозначно уже ясны? Вот вы сказали магистральный, это означает, что Белла Леонидовна уже не в Госсовете? Да, скорее всего. Академический округ, Севастьян Ольга? Ну, это будет все-таки еще раз решать президиум, потому что по процентам, да, по процентам сегодня это не проходное место. Салгина по лесозаводу? Вообще еще раз говорю, что город, вообще столица, это, наверное, один из самых, если не сказать самый сложный, да, то есть то один из самых сложных. После Троицко-Печорска. Ну, поймите, там, я считаю, что и в Троицке-Печорске гораздо проще, чем в столице. В столице сконцентрированы все представители партии. Столица является центром притяжения любых федеральных руководителей партийных, и это было проявлено в этом году достаточно открыто. В столице, кроме представителей партии, существует, ну, так скажем, думских, существуют еще представители партий, которые, в общем, в других городах, наверное, даже не знают. И они все равно работают на себя, они не работают в помощь каким-то другим партиям, да? Они работают все равно на себя, у них есть своя аудитория, которая все равно оттягивает голоса у всех, но и в том числе и у «Единой России». Вы лидер партии, и мэр, причем столицы, как бы самого сложного региона. Это правильно вообще вот такое совмещение? Нет, это неправильно. Это неправильно, потому что это очень тяжело и морально, и физически, и это, ну, это очень сложно удается. Это очень удобно зато журналистам, которые жаждут критики, не критиковать за помойки и дороги, что-нибудь там в парке найти. И опять такая мощная стартовая площадка карьерного роста. Ух! Ты посмотришь, начнут двигать по партийной линии, как по профсоюзной-то. Наверное, в последнее время у нас двигают по профсоюзной линии. То есть такого не должно быть? Все-таки разделение четкое должно быть? Нет, ну, еще раз говорю, там, все может быть, но это очень тяжело. Это очень тяжело. И сегодня, ну, как вы говорите, это две самые непопулярные должности или две, наверное, самые ответственные должности. А нет вот ощущения, что не удавалось контролировать городское хозяйство? Потому что вроде было ощущение, что оно как-то стало немножко выстраиваться, какой-то порядок. И люди стали это отмечать. А потом опять волна критики, что опять дороги не чищены, там то не сделано. Ну, такое волнообразное движение. Может, это будет всегда, потому что все равно определенные срывы даже, наверное, в настроении, даже, наверное, в определенных финансовых проблемах у муниципалитета, потому что то есть, финансовые, допустим, до последних года они были очень тяжелые. Несмотря на это, мы старались все-таки сдерживать ситуацию, и, поверьте, и 2009, и 2010 мы прожили достаточно эффективно. Первые полгода, они, наверное, были такие, может, мы помним, как вы пришли в результате каких событий, мы тут все старенькие, поэтому помним, в результате каких событий. Не было в первое время ощущения вот нелегитимности собственного положения?
кто я, взялся откуда-то непонятно, вдруг из госсовета прибежал мальчик молоденький с тонкой шеей, город возглавил. Вот не было вот этого ощущения? Нет, ощущение было немножко другое. Ощущение было немножко другое, потому что первое ощущение, как только я начал знакомиться со всей ситуацией в городском хозяйстве, у меня было ощущение, что, наверное, я поторопился. Ну, это шутка, конечно, да, потому что реально те проблемы, которые знает градоначальник и, наверное, несколько его заместителей, не знает больше никто. И в каких условиях приходится работать, тоже никто не может оценить. Потому что с каждым годом, особенно в последнее время, и с введением 131 закона, достаточно сложнее, потому что мы теряем рычаги и становимся все более зависимы от более вышестоящего бюджета. От республиканского, от федерального. И такая прямая работа, которая была возможна 10 лет назад, 15 лет назад, прямое управление собственными финансами, оно уже не работает. То есть создаются совершенно другие правила. И в этом отношении очень сложно. Потому что мэр – это не хозяин, как раньше считалось, это руководитель. Это администратор, который, так скажем, использует все те возможности, которые есть. Плюс, соответственно, договоренности в определенном развитии города с вышестоящим, ну, так скажем, руководством. 25 марта депутаты обновленного горсовета будут объявлять конкурс на установочной сессии на заключение контракта с сити-менеджером. С вами советовались по поводу вашего преемника, вот, кто вас сменит на посту мэра? Кто, возможно, может потянуть этот пост? Ну, пока идут такие разговоры, но это, наверное, больше, наверное, не ко мне. Скажите, вот руководство региона как оценивает? Вам что-нибудь известно о вашей пятилетней деятельности? Вот Слушайте, ну мы не общались таким образом, потому что, во-первых, у нас за это время было 2 руководителя региона, да, то есть поэтому я думаю, что мнение необходимо спросить у них. Это было бы не... Что у вас тогда думают? А люди что у вас думают? Вот как вы думаете? Вы отслеживаете вот встречную информацию, которая ведется? Я достаточно много общаюсь. Ну, есть положительные, есть отрицательные отношения, есть те, кто поддерживает, есть те, кто, наверное, не понимает, есть те, кто вообще разуверился, и вопрос, наверное, не только во мне, а вообще разуверился в том, что что-то будет меняться. И поймите, вопрос мэра, он никогда не будет влиять на пенсионную реформу, он никогда не будет влиять на, допустим, программы по здравоохранению, которые не имеют отношения к муниципальному бюджету, там, вопросы соцзащиты, там, ну и так далее. Я очень много их могу перечислять. Но для любого жителя есть самая близкая власть. Да, и они-то в этом правы. Потому что они не хотят понимать, да, там, как бы, за что отвечает федеральный бюджет, за что отвечает республиканский, за что отвечает муниципальный. У них есть свои претензии, у них есть свои желания, у них есть свое отношение. Концентрация этого отношения, она все равно приходится на местную власть. Вопрос, который на поверхности лежит. Куда уходите? Вот в ближайшее время чем намерены? Можно это чуть попозже будет, потому что у меня есть... Масса предложений. Ну, вопрос не в массе, наверное, да, есть свое мнение, да, там, как бы, по поводу того, чем я хочу заниматься, да, там. А вот это... Общественность узнает об этом позже. Конечно. Мне вот просто интересно, когда Зенищев уходит из города, это значит, что он здесь сделал все, что мог, он выработал свой ресурс? Или нет, я не все, что мог, не ресурсы, все остальное. Давайте, вот мы, наверное, когда начали разговаривать, вы меня спросили, да, а как можно совмещать? Очень тяжело. За эти 5 лет я, наверное, отдал городу очень много. Насколько это получилось, конечно, еще раз говорю, оценивать не мне, оценивать и вам, как жителям города, и, возможно, еще кому-то. Многое, то, что
планировалось, конечно, мы не смогли сделать. Мы, еще раз говорю, я один все равно в поле не воин. Ваши оппоненты ставили и ставят вам вину, что вот команда у вас была с каким-то, вот, два заместителя у вас, Вакимян, Лученков, за ними тянется какой-то сомнительный шлейф каких-то историй с уголовным оттенком, пусть не впрямую. Ну, еще раз говорю, это не впрямую и никаких там проблем. Ваши противники Соответственно, нет. Можно пользоваться чем угодно. И понятно, еще раз говорю. Вообще, когда человек работает, да, и, наверное, чем больше он работает, я вам даже расскажу одну, наверное, историю, которая была, так скажем, эта история произошла где-то, наверное, 3 года назад, когда один из тех людей, который был близок к руководству города в былое время, он мне говорил: вот чем больше ты делаешь, тем больше ты будешь виноват. Зачем? Вот мы ничего не делали, замечательно. Медали есть, звания есть. Все. Правда нет, что часть проблем связана была с вашими плохими, откровенно плохими отношениями с главой ФСБ Пьяковым Николаем Михайловичем, который позже, после того, как ушел со службы, стал заместителем главы губернатора. Что вот какой-то... Из разряда слухов, опять же, да? Там, Слухи, то есть, ну, слушайте, ну, можно сказать, что у меня там были там плохие взаимоотношения, там, по-человечески или как? Или на основании чего? По-человечески, которые не способствовали работе, скажем так. Было какое-то... Слушайте, вот нужно, я не люблю комментировать слухи, да, особенно которые не имеют под собой почвы, понимаете, то есть как бы, и вот если мы там спускаемся до какого-то копания в непонятных там вещах, ну зачем? Понятно. Я уважаю практически всех людей, с кем я работал, независимо там от кажущегося там какого-то, да, там как бы у меня есть определенные разногласия с людьми, я могу спорить, могу отстаивать свое мнение, независимо от того, удобное оно или неудобное. Но это не значит, что там, все это в итоге вываливается в какое-то там непонятное, да, там как бы с Николаем Михайловичем я не, как сказать, И не виделся. у нас с ним совершенно разные направления жизни и деятельности. У него одна задача, там, у меня совершенно другая. То есть, в принципе, ваше существование в политической среде такое достаточно комфортное. Вокруг вас нет, никогда у политика комфортно ничего не бывает. Пиком вот вашего такого вот могущества, вот мы вчера с Еленой думали, сидели, когда готовились, почему-то считается ситуация вот противостояния с Сосновским, когда начались какие-то конфронтации, и вы за очень короткое время победили его. Человек остался без работы, без репутации. Слушайте, даже давайте я, наверное, я не хочу просто даже, чтобы вы продолжали, потому что у меня были претензии к господину Сосновскому по работе. Они явно открыты, я их, в общем-то, всем сказал. И являясь руководителем, я имел право подбирать тех работников, которые должны были выполнять тот или иной функционал. А сейчас вот положение БЖВ, как вот вы оцениваете? Как Козлов? Вписался ли он? Вписался, и я считаю, что достаточно неплохо вписался. Но, опять же, оценивать, наверное, все-таки надо жителям, потому что я могу ведь оценивать только исходя из тех задач, которые мы решали совместно. Они решаются достаточно неплохо. Роман Валерьевич, а вы жить-то будете в Сыктывкаре? Слушайте, что вы меня так выгоняете? Я не понимаю. Вообще, как бы, да, а вот вы так, а вот это, а может все изменится, что так это там, как бы, да, там, как бы, я пока устал, может, я сейчас там передумаю через 2 дня.